Народный бюджет поможет интинцам воплотить их идеи в жизнь. В Приполярье стартовали встречи населения, на которых сами жители решают, какие социально значимые инициативы необходимо реализовать. Рядовые граждане выдвигают идеи, разрабатывают проекты и собирают подписи. В этом году жители выносят на рассмотрение инициативы, которые могли бы быть исполнены в 2022 году. Подробнее о том, что хотели бы реализовать интинцы, Анастасия Тюрнина. Сегодня в зале сотрудники городских школ и детских садов. В проект «Народный бюджет» они предлагают свои инициативы. Всего их 12. И все они так или иначе связаны с сферой образования. Директор гимназии номер 3 Зинаида Соломон рассказывает, в прошлом году благодаря народному бюджету установили вытяжку в столовой. Теперь же представители учреждений инициировали проект реконструкции обеденного зала. Для нас эта тема очень актуальна, потому что у нас столовая не очень большая, а вот пропускная способность у этой столовой очень большая. Потому что у нас ежедневно 450 детей получают трехразовое питание в этой столовой. Кроме этого, мы на всех каникулах кормим не только свой лагерь, не только свои лагеря, не только свои площадки, но и площадки из других школ города к нам приходят. Здесь планируется поменять окна на новые, заменить линолеум и обеденные столы, провести полноценный ремонт. А вот в детском саду «Рябинушка» есть собственный бассейн. Он тоже нуждается в ремонте. Необходимо обновить облицовку чаши и заменить систему фильтрации воды. Тот фильтр, который у нас уже сейчас существует, он не справляется со своими функциональными обязанностями. То есть, по сути, он воду не фильтрует. И когда начинается паводок, то есть когда весна, когда осень, то мы в нашем бассейне наблюдаем такую картину. Вода у нас имеет такой мутный цвет. Вот когда вы в ванне открываете свой кран весной, да, вы видите, какая вода у нас, какого качества вода. В поддержку проекта сотрудники детского сада уже собрали более 500 подписей. Родители, учащиеся и сотрудники школы номер 5 также активно подписываются на свои инициативы. На рассмотрение они представили сразу 3 проекта. Дело в том, что у нас в школе чудесный актовый зал, в нем хорошая акустика. Однако из-за того, что некоторые элементы этого зала, ну скажем, он постоянно используется, проводятся мероприятия как школьного, так и муниципального уровня, значит, отдельные элементы пришли в негодность. Среди проектов школы номер 5 – ремонт крыльца запасного выхода и установка навеса над ним. Сотрудники учреждения просят поддержать и инициативу по замене деревянных оконных блоков на стеклопакеты и установку дверей. Есть у нас в школе такое место, как спортзал и кабинеты технологий, которые находятся в пристройке к школе. К этой пристройке ведет галерея. И проблема заключается в том, что, во-первых, по требованиям пожарной безопасности в этой галерее должны быть установлены двери. Во-вторых, окна в галерее, которые сейчас там находятся, они не менялись с момента постройки этой галереи. В итоге все представленные инициативы были одобрены присутствующими. Дальше предложения отправят на конкурсный отбор. И если республика поддержит идеи интинцев, то уже в будущем году на реализацию своих инициатив они смогут получить до 600 тысяч рублей на каждую. Анастасия Тюрнина, Любовь Лапина, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган Инта.